В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Гохран Якутии Ассоциации ювелиры Арктики по инициативе Якутского художественного училища имени Романова с 18 по 29 ноября в городе Якутске проводит ежегодную выставку «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2024», которая представлена на площадке Гохран Республики. Наша гостья в студии сегодня Анна Гуляева, ведущий эксперт отдела по работе с ценностями Государственного фонда Республики Саха-Якутия, координатор республиканской выставки «Лучшие ювелирные украшения Якутии-2024». Анна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее о проведении выставки, как шла подготовка, кто был задействован. Спасибо за вопрос. Данная выставка у нас проходит ежегодно, уже третий год. Она как стала традиционной, ежегодной. И ко дню ювелирной и алмазно-гранильной промышленности мы проводим данную выставку. Подготовка к ней, конечно же, занимает много сил и энергии, соответственно, и начинаем мы с января нового года, то есть начиная с положения, рассчитываем все затраты, кто будет задействован и как будет проходить выставка. То есть в течение года, с самого начала, сначала было разослано положение, соответственно, утверждено с ювелирами Арктики и Якутского художественного училища, с кем мы сотрудничаем, куратором выставки, соответственно, и вот недавно у нас прошло грандиозное торжественное открытие. Спасибо всем, кто принял участие. Нас поддержали многие. Очень много было номеров. Конечно, это большая, колоссальная работа. Ни одного человека, конечно. Конечно, ни одного. Там потрясающие были у нас номера. Поддержали мисс Якутии разных годов. Они у нас надевали, показали, продемонстрировали изделия, комплекты из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха-Якутия. То есть комплекты, изделия, которые никто не надевал. И наши красавицы, наши самые красивые девушки Якутии надели эти украшения, такие как Анжелика Назарова, она надела украшение «Миллениум», ОАО «Саха-Ювелир» в каком-то году мы приобрели это изделие, и вот впервые надели девушки самые красивые. Анастасия Белоцкая надела изделие Старостина, очень красивое изделие с невероятными бриллиантами, просто это нужно было видеть. Я думаю, вы видели, показывали по новостям, да, вот. Конечно же, поддержал директор Государственного театра оперы и балета Левочкин Владислав Валерьевич. Он пошел на встречу, и мы пригласили 7 балерин, которые продемонстрировали ювелирные изделия ювелирного дома «Киргия». Это был невероятный номер, просто когда девушки встают на пуантах и проходят в ювелирных изделиях, это просто был, не знаю, как вам, но для меня это... Я ни разу не вставала на пуанты, но это было потрясающе, просто в восторге, ах, и превзошел фурор просто. Конечно же, отличилась компания «УРУ». Они выступили с номером, с их амбассадором Виталий Ачеров, известный певец. У нас в республике я фанат и тоже была на его концерте. Вот недавно в ДК Кулаковского прошел концерт Виталия Ачерова, и они сделали такую коллаборацию, как студенты, красавицы колледжа искусства, они вышли в ювелирных изделиях УРУ, а Виталий Ачеров продемонстрировал песню, не помню название, очень что-то про девушку, конечно, невероятная песня. И этот номер тоже был у нас на открытии. Вот. Конечно же, были у нас ВИП-приглашенные, министр промышленности, геологии Максим Терещенко, министр предпринимательства Ханды, знаете, Тимур Юрьевич Ханды, да. Конечно же, директора АО «Контрактметалла», филиала Ептал Роса, директор у нас был жен. Они ежегодные наши гости, и, конечно, мы всех их приглашаем, и все присутствовали. Обязательно же наши ювелиры, это и есть самые главные двигатели наших проектов, и их присутствие обязательно. Да, действительно звучит очень эффектно. О, да. Но если мы вот услышали, как прошло именно торжественное открытие, да, как проходит выставка, формат выставки и насколько активно посещают жители Якутска и гости столицы? Сейчас у нас выставка «Лучшие ювелирные украшения» проходит 2 недели, 2-я неделя пошла, то есть сегодня у нас, да.
наплыв людей нереальный. Просто вот идут выставки полные. У нас вмещаемость каждой выставки по количеству человек это 15 человек. Максимум можем набрать 20. И вот идут с большим интересом. Я своих знакомых лично прошу, чтобы пришли, посмотрели эту невероятную выставку, потому что действительно ювелиры это люди, поцелованные Богом. Просто это надо видеть вам. Приходите к нам в гости обязательно. Это такие изделия, которых, я не знаю, я сама не ювелир, но это просто действительно очень талантливые люди, и 100% это передается испокон веков, под династиями, и просто это просто невероятное искусство. Как они это могут? Браво. А расскажите про участников выставки. Как вот подбираются участники подобной выставки, по каким критериям отбираются? В основном у нас, как вы уже услышали, что у нас ежегодная выставка, да, то есть у нас в основном идут те же постоянные участники, ежегодные участники, то есть мы с ними знакомы и общаемся на «ты». Это, получается, ювелиры, индивидуальные предприниматели, наши ведущие компании и, конечно же, молодое поколение — это студенты Якутского художественного училища и Арктического государственного института дизайна и искусств. Вот они участники основные. И каких-то отдельных выделите изделия, вот я думаю, жду от вас вопроса, да, все-таки выделите какое-то определенное изделие, которое, по вашему взгляду, будет самым лучшим. На самом деле они все лучшие. Я вот готовилась к этому вопросу, но я уже сама отвечаю же на него. Они все лучшие. Нет каких-то определенных, вот этот он и самый лучший, и нет. Они все лучшие на самом деле, да. Могу просто рассказать, по каким номинациям мы все-таки разделили. Это украшения в национальном стиле, украшения в разных стилевых направлениях, нетрадиционные материалы и новые технологии, малая пластика в ювелирном искусстве, косторезное и камнерезное искусство. Изделия просто невероятные. Конечно, изделия с бриллиантами, с необработанными алмазами есть изделия. Изделия из щепы мамонта, ювелирные. То есть это просто украшения, которых можно носить, мне кажется, каждый день. И так как мы живем в республике, и у нас национальный стиль очень развит, да, то есть все любят носить национальный. И за пределами, мне кажется, тоже этот стиль приветствуется. И я не знаю, жду от вас еще вопрос. У меня просто поток информации. Что еще вам рассказать? Вот интересно, есть ли такое изделие, которое считается как бы короной выставки, возможно, самое уникальное в этом году? Так, центральным экспонатом, можно сказать, изделием это у нас якутский бренд Якутии, камень счастья. В переводе на якутский. Это коллаборация ювелирного дома Киерге и дизайнера Августины Филипповой. Это изделие манекен, получается, девушка в одеянии красивом стоит в центре нашего зала эксклюзивных изделий. И в прошлом году тоже они участвовали, была «Небесная невеста», тоже невероятно красивая. Это надо видеть, просто я не знаю, как передать, даже как фотографии нет, и это надо видеть. Это самое главное изделие, можно сказать, экспонат, который стоит у нас в центре зала. Мы знаем, что был приглашен специальный гость выставки. Расскажите об этой стороне мероприятия. Да, у нас была приглашена специальный гость Мария Ефимова. Она у нас дизайнер, наша землячка. Она живет сейчас в Москве. Почему как гость? Потому что по положению у нас участвуют только жители Якутии, и участвуют они. Она по прописке москвичка и в Москве живет. Наша землячка, якуточка. В общем, она дизайнер, и она в этом году была приглашена как победитель выставки «Гохран Россия. Россия, любовь моя». Эта выставка открылась в октябре. Я была там на открытии, посмотрела все изделия. «Россия, любовь моя» называется выставка. И очень отрадно, что победила наша землячка, дизайнер, и выиграла с кольцом созвездия. Ювелир Тесля Иван Павлович. Вот эта коллаборация, получается, она дизайнер, он воплощение ее идеи. И она к нам прилетела
молодец такая, за свои денежки, купила билет и по приглашению прилетела, привезла свои изделия, целую витрину мы предоставили ей. Это невероятные изделия, надо вам видеть их. Очень красивые, стильные изделия с алмазами, с разными драгоценными камнями. Есть даже лабораторно выращенный бриллиант. Да, такое есть даже. Вот, очень красивые изделия, очень стильные и модные. И вот она выиграла. И что отрадно, в данном конкурсе «Гохран России», это проводятся они и каждые 2 года, такие выставки «Гохран России» проводят. И очень отрадно, что участвуют наши якутянки, наши земляки, наши якутские компании, как Огорутум. В этом году они тоже выставились. Я была удивлена увидеть в ГИМе изделия Огорутум. Так это же Тою Колонхо, это же наши, говорю. Так, и экскурсоводы, да, это ваше Огорутум, и видно, что наши нотки, все это вот хомус, бриллиант, Тою Колонхо, то есть там прям все видно, даже самородок находится ювелирными изделиями, то есть это у них колье, сережки и кольцо. И еще у нас выступила студентка артистского института, это у нас Татьяна Григорьевна, молодое поколение, она с оберегом, якутским оберегом ребенка стоит. Эта выставка длится у нас до 23 марта. Кто будет в ГИМе, посетите обязательно. Очень интересно, какова дальнейшая судьба ювелирных украшений, отмеченных на выставке и названных лучшими? Что дальше их ждет? Что ждет дальше? В конце мы подводим итоги. Лучшие, не лучшие. Мы лучших на самом деле вот не разделяем, а все-таки мы делим их по номинациям, как я уже перечислила, и они идут на отбор. Мы кого-то приобретаем, опять же, работает экспертная комиссия, кого-то приобретаем в Госфонд Республики, либо рекомендуем другим. Такое было у нас однажды, что мы не смогли приобрести то или иное изделие, мы порекомендовали музей Хомуса, и с удовольствием музей Хомуса приобрел данное изделие. Примером обязательно. Каковы дальнейшие планы, если коротко сказать, вот именно Гохран Якутии, сокровищница Якутии? От лица руководства Гохрана Якутии я могу сказать, что сокровищница открыта для новых проектов, для новых коллабораций и готова консолидировать во благо населения республики и во благо ювелиров. Поддержать новое поколение, поддержать нынешние предприятия ювелирные, которые участвуют. У нас очень много ювелирных предприятий, начиная от КРГ, Огорутум, Сахатас, Я Золото, сделано в Якутии, мастерская Петра Алексеевых, УРУ. Очень много у нас компаний, с кем можно сотрудничать, а мы со всеми сотрудничаем, поддерживаем друг друга, и получаются такие невероятные выставки, на которую я вас приглашаю, всех жителей я приглашаю посетить до конца этой недели. Ждем вас. Ну что ж, а я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.